Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. На этой неделе у нас праздник хороший, большой, касается почти 700 тысяч человек. Это День работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России. Я всех вас сердечно поздравляю с этим профессиональным праздником. С Днем металлурга, наступающим. Наша горно-металлургическая индустрия сегодня это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база и, конечно, это крепкие традиции и семейные династии. Это, как я уже сказал, сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, горняки, доменщики, стелевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие-многие другие. Уважаемые друзья, ваш нелегкий труд, требующий профессионализма, стойкости и закалки, по праву пользуется заслуженным уважением и почетом. Мы гордимся вашими достижениями, весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, и которые имеют, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны, для наращивания ее промышленного потенциала, реализации крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота. То есть для дальнейшего роста национальной экономики, надежного обеспечения обороны и безопасности Родины. Благодаря вашей работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье по производству титановой продукции и пятое по объемам выплавки стали. Важно, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной. Активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами. И все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах, от авиации и космонавтики до электроники и медицины. Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производства. И, что принципиально, делать это на базе собственных отечественных технологий и оборудования. Отмечу, что несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе с помощью механизмов кластерной инвестиционной платформы. Мы обязательно продолжим применять хорошо зарекомендовавшие себя механизмы, внедрять новые эффективные инструменты. Кроме того, намерены создавать дополнительный спрос на продукцию отрасли за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов. Принципиально и то, что в отрасли все большее значение уделяется вопросам экологической безопасности. Но, конечно, и проблем в этой сфере, надо признать, остается немало. Важно, чтобы металлургические предприятия активнее переходили на современные технологии и оборудование. Для этого мы реализуем федеральный проект «Чистый воздух», рассчитывая, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по технологическому обновлению и снижению вредной нагрузки на экологию, что в целом повысит эффективность отрасли. И, конечно, нужно наращивать глубокую переработку металлов, расширять выпуск высокотехнологичной металлопродукции, повышать добавленную стоимость на отечественных предприятиях. Сегодня мы сделаем еще один шаг в развитии металлургической индустрии нашей страны. Открываем новые производственные объекты в Челябинской и Нижегородской областях, а также, что особенно значимо, в Донецкой Народной Республике. Подчеркну, для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать. Здесь еще очень много задач. Постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России. Но отмечаем, сейчас, надеюсь, будет об этом сказано, что за последний год, по сравнению с предыдущим, за 23-й по сравнению с 22-м,
в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%. Очень хороший показатель. Я в завершении еще раз хочу поблагодарить за доблестный труд и высокие результаты всех, кто занят в горно-металлургическом комплексе страны. Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. Давайте начнем работать, пожалуйста. Антон Андреевич, прошу вас. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. От всей души хочу поздравить с профессиональным праздником всех, кто трудится в системообразующей отрасли нашей экономики, в металлургии. В прошлом году она вышла на близкие к рекордным объемы за счет активности в секторах потребления. В черной и цветной металлургии драйвером роста является строительный сектор, что обеспечено госпрограммами по модернизации ЖКХ, газификации, развитию жилищного, дорожного строительства в нашей стране. А со стороны промышленности свою роль сыграло увеличение производства в судостроении, автомобильном и железнодорожном машиностроении. С начала этого года мы видим незначительное снижение выплавки жидкой стали, но это обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката. В то же время на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек, в том числе тех, которые закладываются в новые национальные проекты. С учетом этого металлургические компании наращивают вложения в создание новых высокотехнологичных производств и экологизацию действующих мощностей. Мы оказываем им финансовую поддержку в рамках упомянутой кластерной инвестплатформы. Через этот механизм реализуются проекты по выпуску нержавеющего проката, полуфабрикатов из жаропрочных марок стали, крупногабаритных паковок для нашей атомной промышленности. Аналогичные проекты мы софинансируем и через компенсацию затрат на неокры. В таком формате идет освоение технологий производства подшипниковых и медицинских сталей специальных, биметаллического листового проката для нашего нефтегазового машиностроения и новых видов продукции для строительства и автопрома. Ряд проектов получает налоговые льготы суммарно на 400 миллиардов рублей по условиям специнвестконтрактов, в том числе по созданию производств с низким углеродным следом. В свою очередь, Фонд развития промышленности выдает льготные займы на экологизацию отдельных мощностей таких предприятий, как ММК и Северсталь. Хотел бы сегодня также поблагодарить металлургические компании за очень большую работу в интересах нашего оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на санкции, коллеги многократно нарастили объемы отгрузок своей продукции в оборонку. Для этого были созданы дублирующие производства под выпуск широкой номенклатуры алюминиевых полуфабрикатов, высокопрочного проката и особенно специальных сплавов. Это та задача, которую вы поставили, Владимир Владимирович, в нашей утвержденной стратегии развития отрасли. Особое внимание сейчас уделяется возрождению металлургического комплекса Донбасса. У нас есть детальные планы по восстановлению, инвестициям и интеграции предприятий в общенациональные кооперационные цепочки. Уже запущена работа ключевых мощностей в контуре ЮГМК. Это заводы Волчевские, Янакиево, Макеевский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Стахановский завод ферросплавов, Ясиновский коксохимический завод. В прошлом году они нарастили объемы выпуска на 30%, до 2,5 миллионов тонн, и аналогичные динамики планируют добиться и в нынешнем году. Сделать это поможет в том числе обнуление акциза на жидкую сталь и НДПИ, на железную руду, которая сейчас утверждена для всех производителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Отмечу, что для всех предприятий этих регионов уже налажены бесперебойные поставки сырья. Восстановленные коксохимические заводы ДНР и ЛНР полностью закрывают потребности местных предприятий. Что касается цветной металлургии, по основным позициям у нас обеспечены внутренние потребности страны, большой объем идет на экспорт. При этом производители продолжают инвестировать в освоение сырьевой базы и выпуск конечной продукции, сокращение выбросов. Сейчас реализуются большие капиталоемкие проекты по освоению Удаканского и Малмышского медных месторождений. В алюминиевой отрасли, по вашему поручению, Владимир Владимирович, готовится строительство глиноземного завода в Ленинградской области, Тайшетской анодной фабрики и большая программа экологической модернизации 4 крупнейших алюминиевых заводов.
Аналогичную программу ведет и Норильский никель. Благодаря ей компания рассчитывает уже в следующем году почти наполовину снизить выбросы диоксида серы Надеждинского медзавода. В производстве титана, где мы являемся мировыми лидерами, корпорация ВСМПО «Ависма», несмотря на санкции, наладила поставки именитого концентрата из дружественных стран. В начале этого года на отечественном оборудовании запущена первая очередь Туганского ГОКа, что позволило заместить порядка 7% импорта. Идет реализация второй очереди, и к 2030 году планируем выйти на объемы, которые будут покрывать около половины нашей потребности в этом сырье. Более амбициозную задачу ставим себе по редким и редкоземельным металлам. В предыдущие годы были разработаны технологии переработки сложных руд и извлечения этих металлов. Сейчас с государственной поддержкой готовятся к запуску инвестпроекты Росатома, это Левозерский ГОК и Соликамский магниевый завод, проекты Ростеха и Highland Gold, это Тернауская вольфрамо-молибденовая и Тастыкское литиевое Ермаковское месторождение бериллия. Плюс инициативы частных компаний. Это группа компаний «Скайград», которая будет перерабатывать отвалы фосфогипса в Воскресенске, а Норникель вместе с Росатомом работают по полярному литию. Благодаря таким проектам мы рассчитываем к 2030 году увеличить объемы выпуска редких и редкоземельных металлов в 8 раз и сократить, соответственно, долю импорта в потреблении до 15%. Это также является частью новых проектов, национальных проектов технологического лидерства. Уверен, все эти задачи, которые важны для промышленности и экономики, отрасль успешно выполнит. Еще раз поздравляю всех металлургов с наступающим праздником и хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за большое внимание к вопросам развития металлургического комплекса нашей страны. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Антон Андреевич. Давайте перейдем уже к конкретным событиям, конкретным мероприятиям. Пожалуйста, Ширин Валерий Витальевич, Союз металлосервис. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Большое спасибо за поздравления с наступающим профессиональным праздником, с Днем Металлурга. С июня 2021 года группа ЮГМК приняла в управление и развивает 7 металлургических предприятий Донбасса. 2 в Луганской и 5 в Донецкой народных республиках. В момент принятия в управление предприятия находились в кризисном положении. Производство было остановлено, а задолженность по заработной плате перед работниками составляла около 4 миллиардов рублей. За 3 года управления мы полностью погасили долги по заработной плате, а ее размер неоднократно индексировали, увеличив в 2,5 раза. А также восстановили и стабилизировали производство на уровне 3 миллионов тонн стали в год. Сегодня мы самый крупный промышленный холдинг Донбасса. В рамках наших обязательств как управляющей компании предприятиями нами утверждена инвестиционная декларация на ближайшую трехлетку в объеме 24 миллиарда рублей, а также завершается формирование долгосрочной производственной стратегии развития на 10 лет, предусматривающей инвестиции не менее 150 миллиардов рублей. В текущем году нами уже реализована ремонтная программа на сумму стоимостью около 3,5 миллиардов рублей. Владимир Владимирович, сегодня в преддверии Дня металлурга мы отмечаем значимое событие на ключевом металлургическом предприятии Донецкой Народной Республики, Енакиевском металлургическом заводе, где запускаем после длительного простоя важнейший агрегат – доменную печь номер 5. Печь была остановлена предыдущим владельцем 4 года назад. Мы провели капитальный ремонт печи стоимостью 2 миллиарда рублей, что позволяет нам вывести ее на рабочую мощность 2850 тонн чугуна в сутки и плавить более 1 миллиона тонн стали в год. Но самое главное, это позволяет нам оперативно приступить к капитальному ремонту другого агрегата, доменной печи номер 3, чтобы в следующем году ввести ее в эксплуатацию и увеличить выпуск стали в 2,5 раза. Владимир Владимирович, это значимое событие в жизни завода стало возможным благодаря слаженной, ответственной работе трудового коллектива предприятия и подрядчиков, и, конечно, благодаря вашему личному участию и вниманию к развитию промышленности Донбасса. Эффективным мерам поддержки правительства Российской Федерации, нашего куратора Министерства промышленности и торговли России, правительства Донецкой Народной Республики и Федерального фонда развития территорий, за что от всех заводчан
выражаю искренние слова признательности и благодарности. Спасибо. Владимир Владимирович, разрешите передать слово главе Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину. Конечно, Денис Владимирович, пожалуйста, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, металлургия исторически является визитной карточкой экономики Донбасса и одной из приоритетных отраслей промышленности. На территории Донецкой Народной Республики осуществляют производственную деятельность целых 36 предприятий отрасли. Это и металлургические, коксохимические, флюсодобывающие предприятия. Самые крупные, мы сейчас слышали, это ЮГМК Донецк, в его контур входит Янакиев, и Макеевские металлургические заводы, Макеев кокс, Есиновский коксохимический завод. Также это Харцизский стали-проволочно-канатный завод «Силур» и Донецкий металлургический завод, вокруг которого вот как раз 152 года назад появился рабочий поселок, выросший в столицу региона. 50% предприятий отрасли входят в число основных источников пополнения бюджета. Это очень важный момент. И в целом в данной сфере работают более 18 тысяч человек. А вот развитие металлургической промышленности стимулирует развитие таких отраслей, как машиностроение и строительство, и оказывает значительный мультипликативный эффект. Один человек, который занят в металлургии, обеспечивает занятость от 5 где-то до 7 человек в смежных отраслях экономики. И несмотря на все известные вызовы, металлургические предприятия республики не только продолжают работать, но и увеличивают объемы производства продукции. И вы об этом сейчас тоже сказали, но вот это действительно для нас очень значимо. По итогам работы за первый квартал 2024 года объем производства основных видов металлургической продукции, это и чугун, и сталь, это и прокат, это кокс, составил почти 737 тысяч тонн, что на 37,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Многие металлургические предприятия являются участниками свободной экономической зоны. Это, конечно же, ускорило темпы развития. И, Владимир Владимирович, вам спасибо большое за то, что это решение было принято. Это очень серьезный стимул. Безусловно, самая главная ценность металлургической отрасли, что уж тут говорить, это наши труженики, верные своему предприятию, родному краю и России. Героическими усилиями удалось сохранить потенциал индустрии. Это хорошо видно на примере Янакиевского металлургического завода. Благодаря его профессиональному коллективу после проведения капитального ремонта и розжига доменной печи номер 5, о котором как раз Валерий Витальевич сказал, здесь начинается производство чугуна. Это позволит нарастить производство чугуна и непрерывной литой заготовки, обеспечить производство стали объемом более 1 миллиона тонн в год. И вот с этим значимым событием, конечно же, хочется поздравить и коллектив предприятия с приближающимися профессиональными праздниками, всех металлургов нашей огромной страны. Владимир Владимирович, еще раз спасибо. А вот для важного такого тонкого момента хотелось бы опять слово передать Валерию Витальевичу. Прошу. Пожалуйста. Владимир Владимирович, разрешите приступить к выпуску чугуна с 5-й доменной печи? Конечно, разрешаю. Мастер доменной печи, приступи к вскрытию чугунной лётки. Принято, приступаем к вскрытию. Поздравляю вас. На Янакиевском заводе работает почти 4500 человек. Большой праздник для всех. Поздравляю вас. Успехов. Так, давайте пойдем дальше и перебираемся в Нижегородскую область. Пожалуйста, Виктор Владимирович. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Позвольте мне прежде всего выразить
вам, Владимир Владимирович, слова искренней благодарности и признательности за высокую оценку труда нашего коллектива, присвоение почетного награждения почетным знаком Российской Федерации за успехи в труде. Для нас это большая честь, высокая ответственность и, конечно же, серьезная мотивация для дальнейшего повышения эффективности труда. Более 15 лет на предприятии реализуется масштабная программа инвестиций, в результате которой создан уникальный комплекс мирового уровня в области специальной металлургии, полного технологического цикла, продукция которого востребована сегодня большинством отраслей Российской Федерации. Около 40% этой продукции обеспечили импортозамещение. Существенно расширилась продуктовая линейка. По сути, в старых корпусах, на старой площадке построен новый металлургический завод. Только за последние 5 лет нами введено в строй 7 технологических линий и агрегатов. Выпуск товарной продукции за это время увеличился в 2,6 раза, производительность труда выросла в 2,3 раза, в 2 раза выросла заработная плата, уплачена сумма налогов, уплаченных федеральной, областной и бюджеты и небюджетные фонды, вырос в 5 раз. Среднегодовой рост объема производства за последние 6 лет составил 23,5%, и в том числе за счет вновь построенных производств, которые начинались как стартапы и сформировались как дочерние предприятия, демонстрирующие высокий темп роста, что позволило наряду вместе с компанией «Русполимет» в целом по группе предприятий обеспечить рост выпускаемой товарной продукции в 3,6 раза. То есть очевидно, что реализованная программа актуальна и своевременна к сегодняшнему дню. Кроме того, мы активно развиваемся в области специального машиностроения. За последние годы спроектировано и запущено производство целая номенклатурная линейка оборудования для добывающих отраслей, для атомной промышленности и других. С 2020 года при поддержке Министерства промышленности мы приступили к проектированию и изготовлению газостатов различных параметров и характеристик, которые крайне востребованы сегодня как одна из передовых технологий для решения задач машиностроения и материаловедения. Задача увеличения производства специальных нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов решается путем строительства нового комплекса из 6 печей. Одна из них, вакуумная индукционная печь, уже в работе, 5 печей вакуумно-дугового электрошлакового переплава находится в различных стадиях пусконаладочных работ. И несмотря на все сложности сегодняшнего периода, все печи будут запущены в соответствии с графиком в конце 3-го квартала текущего года. Сегодня на рассмотрении программы развития группы до 2030 года предполагается создание новых мощностей и объем инвестиций около 20 миллиардов рублей. Мы, конечно, рассчитываем на определенные меры поддержки, взаимодействия с органами власти, субъектами хозяйствования, бизнес-сообщества и уверены в том, что эта программа будет реализована. Спасибо за внимание. Уверен, что и местные органы власти, и областные поддерживали и будут поддерживать. Безусловно. Глеб Сергеевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное. Действительно, мы особое внимание уделяем вообще в принципе промышленности, ну и, конечно, металлургии. И в дополнение к тому, что сказал Виктор Владимирович, хотел отметить, Владимир Владимирович, что мы 23-й год промышленности закончили с рекордными темпами роста за всю историю уже новой России. То есть это 110,6% в обрабатывающих отраслях, что на 4% выше даже самых оптимистичных прогнозов, которые мы для себя закладывали. Объем отгруженной продукции впервые превысил 2 триллиона рублей. Причем свыше 90% этого объема это отгрузка именно обрабатывающих отраслей.
и она выросла за 2023 год на 20%. Что касается металлургии, для региона это системообразующая отрасль. У нас 14,2% всего объемов промышленности обеспечивается этой отраслью. Численность занятых 23 тысячи человек, более 23 тысяч человек. Средний уровень заработной платы один из самых высоких в области в целом и в обработке более 90 тысяч рублей. Ведущие металлургические предприятия, это Выксунский металлургический завод и Русполимет, где мы сегодня находимся, обеспечивают сейчас крупнейшие инвестиционные проекты в масштабе 250 миллиардов рублей. То есть это огромная знаковая сумма, причем проекты исключительно высокотехнологичные, самые современные. Конечно, залогом таких результатов стала совместная работа с региональными органами власти и, конечно, с правительством Российской Федерации и с Министерством промышленности. Вообще, нижегородские предприятия в течение 2023 года привлекли с помощью Минпромторга и по линии Минпромторга 33 миллиарда рублей на собственное развитие. И по линии Федерального фонда развития промышленности мы в 2023 году получили 1,6 миллиарда рублей, а в целом за весь период 22 миллиарда рублей. Поэтому хотел еще раз высказать слова благодарности курирующему министерству и правительству. Вообще, очень важно отметить, что помимо суперсовременных направлений развития металлургии на Русполимете, это производство порошков, гранул, титановых слитков, то есть новых материалов, Русполимет уделяет огромное внимание, в том числе и производству средств производства, станков. Ну, на самом деле, газостаты тоже можно назвать суперсовременными средствами производства. И сейчас, буквально на днях, 20 июля в Уфе будет запускаться созданный нашим предприятием газостат, один из самых крупнейших вообще в мире, на самом деле, один из немногих в России, то есть это единственное производство газостатов, поэтому металлургия двигает вперед и станкостроение тоже. Владимир Иванович, огромное спасибо за вашу поддержку, за слова поздравлений в адрес металлургов. И хотел попросить дать разрешение уже Виктору Владимировичу предложить запустить новое производство, участок специальных сталей и сплавов. Спасибо. И все же основным направлением деятельности для нас остается специальная металлургия. И сегодня в канун Дня металлурга Русполимет запускает две печи, одну в промышленную эксплуатацию, другое опытно-промышленное производство. И мы просим вас, Владимир Владимирович, дать нам разрешение на запуск этих печей, с тем, чтобы мы концом квартала третьего полностью ввели весь комплекс в работу и обеспечили все заказы, которые востребованы сегодня нашей промышленности. Конечно, Виктор Владимирович, с огромным удовольствием разрешаю. Спасибо большое. Мы вместе с губернатором нажимаем эту кнопку, даем сигнал нашему оператору. Комплекс печей запущен в работу. Уважаемый Спасибо Виктор большое. Владимирович, уважаемые друзья, коллеги, я вас поздравляю с сегодняшним событием. На предприятии работает 3500 человек, средний возраст 40 лет. То есть по возрасту состав просто замечательный, уже зрелые работники, молодые еще. И вот запуск этих двух печей, насколько я понимаю, позволит увеличить в два раза, нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них. Очень важное, нужное, особенно сегодня, событие в жизни нашей промышленности. Поздравляю вас. Спасибо большое, Владимир Ильич. Спасибо большое. Всего самого доброго. Спасибо. Пожалуйста, Виктор Федорович, переезжаем в Челябинскую область. Уважаемый Владимир Владимирович, мы благодарим вас за поздравления в адрес наших коллективов. Со своей стороны мы рады приветствовать вас в канун нашего главного праздника Дня металлурга. По традиции, по многолетней традиции, мы в эти дни стараемся запускать промышленные объекты и социальные объекты. Сегодня мы находимся на главном посту управления новой коксовой батареи номер 12.
Это крупнейший инвестиционный проект нашего комбината. Объект построен с использованием наилучших доступных технологий. Но во время строительства вы видите, какие были цифры в тоннажах были использованы. И на сегодняшний день этот проект у нас уже в работе. Суммарная производительность новой коксовой батареи 2,5 миллиона тонн сухого кокса, что составляет половину потребностей комбината в коксе. Комплекс оснащен самыми современными природоохранными сооружениями, что имеет большое значение для комбината и для города Магнитогорска. Новая коксовая батарея позволяет вывести из эксплуатации 5 устаревших старых коксовых батарей. 2 из них на сегодняшний день уже выведены, одна будет выведена концом года. В результате существенно сократятся выбросы вредных веществ, так пыли более чем на 20%, бензопиренов 12%. Спуском вот этого нового комплекса, который сегодня в работе, значит, город Магнитогорск будет практически соответствовать статусу «чистый город». Спасибо, Владимир Владимирович, еще раз за поздравления и разрешите приступить к выдаче кокса с новой коксовой батареей. Конечно, начинайте. Спасибо. Виктор Федорович, поздравляю вас и весь состав всех работающих ММК. ММК развивается успешно, уже 53 тысячи работающих. Насколько я вижу по справкам, консолидированная выручка в 2023 году составила 760 миллиардов миллиардов рублей. Более 90% идет как раз на внутренний рынок, 90% продукции. И в прошлом году компания произвела 13 миллионов тонн стали. Отличный показатель. Здорово. Алексей Леонидович, добавите еще? Да, уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хочу поблагодарить вас за внимание, которое вы уделяете вопросам развития металлургической отрасли в целом и развитию Магнитогорского металлургического комбината в частности. Хочу поздравить всех металлургов с профессиональным праздником для Челябинской области. Это очень важный праздник, металлургическая отрасль, обрабатывающая промышленность, системообразующая для нашего региона. Мы делаем упор на развитие самых современных технологий, на раскрытие кадрового потенциала. Металлургическая отрасль сегодня это инновационная сфера, вы об этом сказали, а все объекты, которые мы запускаем, способствуют повышению экологического благополучия наших граждан. Это действительно и агломерационная фабрика номер 5, которую вы, Владимир Владимирович, открывали в 2019 году здесь, в Магнитогорске. Сегодня начала работать новая коксовая батарея. За последние годы были и другие объекты. Повторюсь, все они улучшают экологическую обстановку в Магнитогорске и позволяют добиться поставленной вами в указах задачи по снижению выбросов. Я бы еще хотел отметить то, что ММК сегодня активно занимается импортозамещением. Вместе с Министерством промышленности Российской Федерации, регионом реализуется проект по производству прокатных волков. Это чисто импортозамещение. И, собственно, здесь тоже ММК является лидером. И, конечно, Владимир Владимирович, я вам докладывал, у нас развивается не только современное производство, но и социальная сфера. Благодаря вашим решениям, благодаря национальным проектам строятся новые объекты здравоохранения, образования, спорта,
культуры. Также бы хотел отметить и участие социально ответственного бизнеса. И в этой связи хочу еще раз поблагодарить Виктора Филипповича Рашникова. Он не только инвестирует в комбинат, в экологию, он инвестирует и в социальную сферу. Вот с 2021 года в Магнитогорске реализуется уникальный проект комплексного благоустройства. Это парк притяжения. О нем подробнее расскажет Виктор Филиппович. Я отмечу, что это новый взгляд на городскую среду. Парк сделан с любовью и с уважением к родному городу, к легендарной Магнитке, которому в этом году исполнилось 95 лет. Вот мы буквально на днях отметили 95-летие города. Через 5 лет будем праздновать столетие Магнитогорска. Готовимся к этому событию, в том числе по вашему поручению. Планируем строить многопрофильный медицинский центр. Проектирование уже завершили. Сейчас с Минздравом работаем по вопросам выделения необходимого финансирования. И после запуска этого медицинского центра это будет такой новый уровень оказания помощи медицинской помощи для жителей Магнитогорска. Медицинский центр будет располагаться непосредственно на территории парка притяжения. Собственно, ММК также выделил землю для строительства этого объекта. Передаю слово для открытия Виктору Филипповичу. Спасибо. Владимир Владимирович, из социальных проектов, которые мы подготовили в этот юбилейный год, это мы подготовили в третью очередь парка притяжения. Хотел бы напомнить, что старт этому проекту дали вы в 2019 году, когда мы запускали аглофабрику. И позвольте несколько слов сказать об этом уникальном для нас объекте. Курорт притяжения – это проект, который реализуется на площади 400 гектар. К созданию первых объектов приступили в 2021 году, начав со строительства дорог и парковок. В первую очередь парка площадью 27 гектар была запущена ко Дню металлурга в 2022 году. Были построены фудмол, бульвар со светомузыкальными фонтаном, детские площадки. Вторая очередь была открыта год назад, было освоено еще плюс 105 гектаров. Мы возвели ледовой холм со всесезонными трассами для горных лыж и тюбинга. Было создано озеро с каскадными водопадами и видовым мостом. На 3 детских площадках мы разместили 140 уникальных аттракционов детских. В парке построены спортивные зоны, доступны 40 километров дорог и трасс. И парк пользуется большой популярностью как у жителей, так и у гостей. И с момента открытия уже посетили более 3 миллионов людей. Готовы к открытию объекта третьей очереди. Это кадровые центры ММК для детей и взрослых, панорамный ресторан. И главный объект третьей очереди – это светомузыкальный фонтан. Видите, вот там цифры. С символическим названием «Стальное сердце Родины». Он спроектирован специально для нашего города, и мы сейчас собираемся его запускать. Притяжение продолжает свое развитие. На следующий год мы запланировали запуск детского развлекательного центра, площадью 10 тысяч квадратных метров. Проходит экспертиза сегодня термальный комплекс, который собираемся в этом году начать строить и в следующем запускать. Почти готов проект Академии хоккея. В ноябре тоже будем приступать и концом года следующего запускать. Начаты работы по проектированию сегодня отеля и жилого комплекса площадью 600 тысяч гектар, то есть 600 тысяч квадратных метров. Уже пройдена сегодня экспертиза проекта, о чем Алексей Леонидович сказал, по многофункциональному медицинскому центру. Владимир Владимирович, мы готовы открыть третью очередь. Это наш центральный проект «Уникальный фонтан». Поэтому разрешите дать старт работе этого фонтана, этой очереди. С удовольствием это делаю, с удовольствием разрешаю.
Спасибо. Вам спасибо. Виктор Филиппович, хочу поблагодарить всю вашу команду и вас за то, что вы делаете в социальной сфере. Вот все вы работаете в лучших традициях отечественного бизнеса. Ну и живете по известным правилам. Там, где работаете, там и развиваете города, ваши населенные пункты. Я знаю, что это традиция всего вашего коллектива, всей вашей управленческой команды. Хочу вас за это поблагодарить и пожелать дальнейших успехов. Пожалуйста, Денис Валентинович, есть что добавить? Да, спасибо большое, Владимир. Если позволите, очень коротко. Прежде всего, хотел бы также присоединиться к поздравлениям в адрес наших металлургов. Отрасль, невзирая на санкционное давление, показывает свою устойчивость и достаточно быстро адаптировались металлурги к тем условиям, в которых оказались в 2022 году. Вы дали нам поручение переработать стратегию развития металлургии в конце 2022 года. Тем самым мы полностью отвечаем сегодня текущим геополитическим реалиям и мировым трендам в металлургии. Задача достижения нашего технологического суверенитета российской промышленности. Все эти факторы диктуют необходимость усиления работы по новым инвестиционным проектам. На сегодня в целом по отрасли их спланировано немало, на 3,5 триллиона рублей. Проекты нацелены на расширение мощностей, обновление основных фондов, на освоение следующих переделов, повышение уровня автоматизации и на снижение техногенного воздействия на окружающую среду. Сопряженная со всем этим задача касается также поэтапного достижения сырьевого суверенитета отрасли. Для этого в черной металлургии особый акцент будет делаться на освоение месторождения марганцевых и хромовых руд. В цветной металлургии это касается олова. По алюминию приоритет – это бокситы и нефелины. И то же самое касается ильменита как основного сырья для титанового производства. Ну и, конечно, еще очень важное направление – это максимальное вовлечение в экономику редких и редкоземельных металлов. Вот Антон Андреевич упоминал несколько проектов в этой части, но важно, чтобы оксиды и концентраты использовались максимально во всех отраслях передела. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо вам, Владимир, за то внимание, которое вы оказываете обрабатывающей промышленности и металлургии как базовой ее отрасли. И уверен, что все те задачи, которые перед отраслью стоят, они по силам и они будут реализованы. Спасибо за внимание. Я уже говорил, какие места страна занимает в мировом производстве отдельных видов металлургической промышленности, но один из ключевых показателей – это, конечно, производство стали. Вот в 2023 году по сравнению с объемом 2022 года производство стали в стране увеличилось на 6,3%, на 4,5 миллиона тонн. И всего произвели 76 миллионов тонн стали. Очень хороший показатель, который говорит о том, что в целом металлургическая промышленность в России развивается успешно. Индекс
металлургического производства по итогам 2023 года составила 103,3%. Уверенный, хороший показатель, хороший уверенный рост. Я всех еще раз поздравляю с наступающим праздником. До него еще несколько дней, рабочей недели впереди. Тем не менее, хочу всех поздравить с Днем Металлурга и всех поблагодарить еще раз за результаты работы и пожелать успехов. Всего доброго.